Где бы ни находился осетин, он всегда возносит молитвы святому Георгию. Сегодня в Осетии начался национальный праздник Джоргуба. Всю неделю в каждом доме будут накрывать праздничные столы, молиться святому. Во всех осетинских ущельях и селах есть святилище покровителя мужчин Джоргуба. Туда отправляются старейшины и просят мира и благополучия, здоровья и счастья для жителей Осетии. На праздничном столе в этот день по традиции должны обязательно присутствовать 3 пирога и 3 ребра, а также изобилие фруктов и овощей. Джоргуба венчает собой сельскохозяйственный сезон, поэтому на столе должно быть все самое лучшее. Праздник давно перестал быть только осетинским, его отмечают и жители республики других национальностей. В эти дни принято приглашать в гости соседей, друзей, родственников. Праздничный молебен отслужили в Свято-Георгиевском соборе Владикавказа. Божественную литургию провел архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан. В этом году праздник Джоргуба совпал с днем колесования великомученика Георгия Победоносца, одного из самых почитаемых христианами святых. Владыка призвал верующих молитвой положить начало праздничной неделе Джоргуба. В своей проповеди архиепископ Ставропольский и Владикавказский поздравил жителей Осетии и попросил в эти дни быть милосердными к малоимущим и делиться с ними праздничной трапезой. Эти дни обязательно позаботьтесь о тех людях, кому о них некому позаботиться, о бедных, о детях в детдомах. Говорил и говорю, оглянитесь вокруг себя и обязательно найдете, кто нуждается и в 3 пирогах от вас, и 3 ребра кусочек дайте. И самое главное, доброе, ласковое слово. Необычным способом с праздником Джоргуба владикавказцев поздравили сегодня сотрудники радио Алания. Каждый, кто встречал утром на улицах города всадника, мог с его помощью поздравить друзей в прямом радиоэфире. Конечной остановкой актера конного театра «Нарты» Арсена Дзагурова стала площадка у памятника Плиеву. Здесь его уже ждали артисты ансамбля национального танца «Артхурон». Концертную программу вел сам инициатор акции диджей Алекс. Артисты зарядили отличным настроением горожан, и скоро под национальные мотивы танцевала вся площадь. Тем временем в прямом эфире радио Алания продолжали звучать поздравления. Хочу от себя поздравить всех жителей Северной Осетии, многонациональной нашей республики. У нас этот праздник отмечают, все отмечают, и осетины, и русские, и армяне, вот мои соседи, каждый год этот праздник отмечают. Желаю здоровья, счастья, любви нашей республики. Утром проснулся, позвонил одному, другому человеку, третьему. Единственное, когда позвонил на телевидение к вам, кое-кто возмущался, ну ты мог бы заранее предупредить. На самом деле такие дела делаются, как бы, может быть, готовиться к ним надо. Ну, у меня вот так вот получилось. С утра решил сделать вот так вот, и сделали. Я хотел просто вас всех поздравить с праздником. Национальному осетинскому празднику, посвященный показ фильма народного артиста Северной и Южной Осетии Акима Салбиева «11 писем к Богу». Фильм лауреат российских международных кинофестивалей. Итак, смотрите сегодня в 23 часа 50 минут на телеканале «Культура».